В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня, 14 марта, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. На встрече обсуждено многостороннее сотрудничество государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение плодотворной деятельностью организации на протяжении 24 лет и сотрудничеством стран-участниц. Было подчеркнуто, Таджикистан активно поддерживает процесс комплексной модернизации Шанхайской организации сотрудничества, начатый по решению глав государств-членов. Большое внимание было уделено развитию сотрудничества стран-участниц в сфере торговли, экономики, финансов и банковского дела. Важными темами обсуждения были вопросы обеспечения безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, ростом вызовов и угроз в регионе. Также состоялся обмен мнениями по реализации стратегии экономического развития Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года. Важности и приоритетности создания антинаркотического центра ШОС в городе Душанбе. Итоги встречи с президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев прокомментировал таким образом. Сегодня был принят главой Республики Таджикистан, уважаемым президентом Таджикистана господином Эмомали Рахмоном. И в ходе нашей встречи я в первую очередь поздравил президента Таджикистана с очень важным событием не только для таджикско-кыргызских отношений, но и для всего региона Центральной Азии с подписанием договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской республикой. И незамедлительно после этого важного события Шанхайская организация сотрудничества приняла и выпустила заявление, в котором отметила особую значимость этого события и расценила это как ценный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и на пространстве ШОС. Кроме этого, также я поздравил с успешным проведением 2 марта выборов в парламент Республики Таджикистан и поблагодарил за постоянное внимание к сотрудничеству в рамках Шанхайской организации. Республика Таджикистан очень активно работает в рамках ШОС, и только за последние несколько лет глава Таджикистана в ходе заседаний Совета глав государств, а также, видимо, по поручению президента Таджикистана на уровне министров иностранных дел, на уровне других отраслевых министров, Таджикистан выдвинул очень много интересных, важных инициатив и предложений. Эти инициативы, предложения, большая часть их сейчас реализуется государственными членами ШОС, а другая часть активно изучается. Но я хотел бы отметить такие наиболее, может быть, актуальные инициативы, как создание специализированного антинаркотического центра в Душанбе, который бы занимался предотвращением и противодействием незаконному обороту наркотиков в комплексе совместно со всеми государствами-членами ШОС. Сейчас это очень актуальная проблема, и такой антинаркотический центр планируется создать в рамках общего механизма противодействия вызовам и угрозам не только на пространстве ШОС, но и в целом в глобальном масштабе. Кроме этого, Республика Таджикистан выступила с инициативой, и в 2023 году была принята стратегия экономического развития ШОС. Это документ, который обобщает концептуальное видение государствами-членами ШОС направлений и планируемых результатов экономического сотрудничества, которое охватывает и торговлю, и инвестиции, и транспорт, и промышленную кооперацию. Кроме этого, Таджикистан инициировал создание специальных механизмов, таких как встречи антимонопольных ведомств, в ходе которых они обмениваются мнениями и опытом. Это встречи
министров промышленности. Вот такая встреча очередная планируется в апреле текущего года. Это механизм встречи аудиторских органов. И особо хочется отметить инициативы уважаемого президента Таджикистана в области сохранения ледников и водных ресурсов. Только за 20 лет было принято около 10 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по этим вопросам. 2025 год по инициативе Таджикистана объявлен Международным годом защиты ледников. 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день защиты ледников. Но кроме таких знаменательных дат и периодов проводится очень большой комплекс мероприятий. И вот эта тема защиты ледников, водных ресурсов, она как раз соответствует и теме текущего года в рамках ШОС, который эту тему предложила Китайская Народная Республика, которая сейчас является государством-председателем ШОС. Это тема устойчивого развития. И одним из важнейших факторов устойчивого развития как раз является обеспечение водой, защита ледников и сохранение экологии. Хочется в этой связи отметить, что на прошедшем заседании Совета глав государств ШОС в Астане в 2024 году главы государств приняли заявление о обеспечении питьевой воды и санитарии. Это также направлено на обеспечение устойчивого развития на пространстве ШОС. В целом, в ходе беседы с уважаемым господином президентом было особо отмечено, что документами ШОС и договоренностями наших государств-членов предусмотрено, что Центральная Азия является ядром Шанхайской организации сотрудничества, и была подчеркнута важность и актуальность совместного содействия укреплению не только безопасности, но и промышленности, экономики, транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии и с расширением ее на весь ареал Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял комиссара Европейского союза по международному партнерству Йозефа Сикелю. На встрече были обсуждены состояние и перспективы отношений Европейского союза, а также актуальные региональные вопросы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, Таджикистан прилагает необходимые усилия для дальнейшего развития и расширения многостороннего сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-членами. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения связи в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, в том числе привлечение средств для реализации гидроэнергетических проектов. Было сочтено необходимым поддерживать и укреплять социальные сферы, в том числе здравоохранение. Было подчеркнуто, что Таджикистан выступает за расширение зеленых технологий и в рамках стратегии развития зеленой экономики до 2037 года намерен наладить производство электроэнергии полностью за счет возобновляемых источников. В этом контексте увеличение производства зеленой энергии было названо одним из основных путей превращения Таджикистана в зеленую страну. Речь шла также о сотрудничестве Таджикистана с Европейским Союзом в рамках программы содействия управлению границами в Центральной Азии, программы предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии и программы обеспечения правопорядка в Центральной Азии. Другими темами обсуждения были мировые инициативы Таджикистана по решению глобальных проблем, сотрудничество в борьбе с угрозами безопасности и экологии, противодействие последствиями изменения климата и другие вопросы. После встречи с президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, комиссар Европейского союза по международному партнерству Йозеф Сикеля прокомментировал следующее. Для меня большая честь находиться в Республике Таджикистан. В качестве этой своей должности я впервые прибыл
в эту страну. У нас вместе с президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, состоялась содержательная беседа. Договор между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой о государственной границе, подписанный 13 марта, безусловно, является историческим договором для двух государств. Я являюсь первым высокопоставленным представителем Европейского Союза, который поздравил президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, с подписанием этого документа. На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном мы обсудили сотрудничество Таджикистана и Европейского Союза в рамках стратегии глобальных ворот. Таджикистан – страна с огромным потенциалом богатых человеческих ресурсов и талантливой молодежи. Европейский Союз сотрудничает с Таджикистаном с момента обретения независимости в рамках различных проектов и программ. Для поддержки устойчивого развития Таджикистана Европейский Союз работает вместе в направлении чистой энергии, цифровой инфраструктуры, зеленых технологий и новых возможностей. Стратегия глобальных ворот Европейского Союза предоставляет хорошие возможности для этого. Эта стратегия предусматривает высокое качество инвестиций, а также направлена на поддержку навыков молодежи, развитие образования, здравоохранения и социальных структур. В Таджикистане реализованы совместные проекты в области энергетики, воды, климата, образования и инфраструктуры. Мы сотрудничаем для соединения Таджикистана с нашими соседями и получения доступа к международным рынкам. Завтра я ознакомлюсь со строительными работами на Рагунской гидроэлектростанции. Я с радостью сообщил президенту Таджикистана, что исполнительный директор представительства Европейского инвестиционного банка входит в нашу делегацию. Рагунская ГЭС внесет значительный вклад в энергетическую безопасность и экспорт энергии. Для привлечения инвестиций и развития торговли Республика Таджикистан имеет возможность присоединиться к Транскаспийскому транспортному коридору. В рамках моего визита в Душанбе были подписаны финансовые соглашения между Европейским Союзом и партнерами о поддержке перехода Таджикистана на зеленую энергетику и местное хлопковое звено на сумму почти 40 миллионов евро в виде грантов. В сфере образования реализуются проекты непрерывного образования в сфере профессионально-технического обучения. Стратегия глобальных ворот Европейского Союза – это стратегия современного партнерства с Таджикистаном, основанная на взаимных интересах и общих целях. Сегодня в исполнительном органе государственной власти города Душанбе состоялась первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. 14 марта в исполнительном органе государственной власти города Душанбе состоялась первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. В работе сессии приняли участие председатель города Душанбе, председатель городской избирательной комиссии по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе, первый заместитель, заместители, руководитель аппарата председателя города, начальники структурных подразделений аппарата, председатели районов города, руководители правоохранительных органов, местных структур, центральных органов исполнительной власти и представители средств массовой информации. Вначале депутаты избрали секретариат сессии, утвердили вопросы повестки дня и порядок ее работы. Сначала председатель городской избирательной комиссии по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе Аламхон Хурбонзода сообщил, что в целях проведения выборов Маджлиса народных депутатов города Душанбе на высоком политико-организационном уровне в столице были созданы 70 окружных комиссий и 254 участковые избирательные комиссии. Из общего числа 536 648 избирателей в выборах приняли участие 480 472 человека, что составило 89,5%. По итогам голосования 2 марта 2025 года депутатские полномочия получили 70 кандидатов, набравших более половины голосов избирателей. Так в состав депутатов вошли 9 человек из сферы строительства, 11 из сферы науки и образования, 26 из сферы экономики и финансов, 10 юристов, 7 из сферы здравоохранения и 7 депутатов из других сфер. Из этого количества 44,2% или 31 человек составляют женщины. После доклада председателя городской избирательной комиссии
Маджлис народных депутатов города Душанбе 7-го созыва утвердил полномочия вновь избранных депутатов. Вновь избранные депутаты принесли присягу в соответствии с законом Республики Таджикистан о правовом положении депутатов Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей города Душанбе, городов и районов на первой сессии Маджлиса народных депутатов города Душанбе. На первой сессии председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, принял присягу. Другие депутаты по количеству округов провели эту церемонию. Затем народные депутаты утвердили директиву Маджлиса народных депутатов города Душанбе и положение о постоянных и временных комиссиях Маджлиса народных депутатов города Душанбе. На сессии также обсуждался вопрос о выдвижении кандидатов в члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по избирательному округу города Душанбе. Депутаты Маджлиса народных депутатов города Душанбе выдвинули кандидатуру уважаемого Рустама Эмомали, председателя города Душанбе, в члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по избирательному округу города Душанбе. После тайного голосования председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, был единогласно избран членом Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, набрав большинство голосов по избирательному округу города Душанбе. Первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва обсудила и утвердила несколько решений, принятых председателем города Душанбе. По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения. Сегодня состоялся первый рейс по маршруту Душанбе-Бишкек. Открытие данного маршрута стало возможным благодаря успешным переговорам глав двух государств – президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, которые состоялись в рамках государственного визита президента Таджикистана в Бишкек. Сегодня в международном аэропорту города Душанбе состоялась торжественная церемония открытия нового прямого регулярного авиарейса из Душанбе в столицу Кыргызской республики Бишкек. На мероприятии приняли участие представители авиакомпании «Сомонэйр», Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан и других министерств и ведомств. Стоит отметить, что возобновление рейса в Бишкек стало возможным благодаря успешным переговорам глав двух государств – президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Жапарова, которые состоялись в рамках государственного визита президента Таджикистана в Бишкек. Начиная с 23 марта рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Время вылета из Душанбе – 10:30, из Бишкека – 14:20 по местному времени. Время в пути следования из Душанбе – 1 час 30 минут, в обратном направлении – 1 час 20 минут. Кроме того, в будущем авиакомпания намерена увеличить частоту полетов в Бишкек до 2 рейсов в неделю по средам и воскресеньям. Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 и Boeing 737-900. Возобновление авиасообщения между двумя столицами является важным шагом в укреплении двусторонних дружественных отношений, а также экономических и культурных связей между Таджикистаном и Кыргызстаном. Зумрат Файзиева, Шахром Бобозуда, Фатуло Мирзозуда. Новости. Новые достижения юных таджикских спортсменов. На международном турнире по стрельбе Гран-при Алтын-Мерген, который прошел в городе Шымкенте, Казахстане, наши спортсмены завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали. В международном аэропорту города Душанбе таджикских спортсменов, которые завоевали награды в международном турнире по пулевой стрельбе Гран-при Алтын-Мерген, прошедший в Казахстане, тепло встречали родные и близкие, а также представители Федерации пулевой стрельбы Таджикистана. В международном турнире приняли участие более 200 спортсменов из 6 стран – Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии и России. Ученица 9 класса среднего общеобразовательного учреждения номер 124 города Душанбе Ширин Раджабова завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе на дистанции 10 метров турнира «Золотой стрелок» в Шымкенте.
а другой представитель сборной Таджикистана Хайдарали Саторов стал бронзовым призером этих соревнований. Я благодарна и рада, что в нашей стране созданы благоприятные условия для развития спорта. Я впервые принимаю участие в международных соревнованиях и очень рада, что оправдала доверие тренеров. Мы долго шли к этому результату. Каждый год традиционные соревнования на приз «Золотой стрелок», который проводится в Шымкенте, мы принимаем участие, наша команда. Разное количество участников, но в этом году было 7 человек. Впервые сразу завоевали 2 медали. Девочка заняла 1 место, и мальчик занял 3 место. Это очень большое достижение. Мы очень рады этому. Наш труд. Каждая победа – это результат упорных тренировок и силы воли спортсменов. Высокие спортивные результаты еще раз доказывают, что таджикские спортсмены обладают высокой конкурентоспособностью на мировой спортивной арене. В этом году ожидается участие наших спортсменов во многих соревнованиях, в том числе Кубки мира. Наши стрелки усиленно готовятся к этому важному турниру. Высокие результаты наших спортсменов свидетельствуют о том, что таджикский спорт развивается, и наши спортсмены способны конкурировать с сильными соперниками на международных соревнованиях. Каждая завоеванная медаль является предметом гордости для Таджикистана и вдохновением для молодых спортсменов, которые хотят представлять Таджикистан на мировой арене. Миротворческая дипломатия – опыт Республики Таджикистан в укреплении взаимоотношений со странами региона и мира оценивается как яркий пример эффективной политики. Таким образом, принцип открытых дверей, который положен в основу внешней политики Республики Таджикистан, считается одной из уникальных и дальновидных целей лидера таджиков мира, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, во имя расширения и развития сотрудничества. Атмосфера взаимопонимания, солидарности и конструктивного позиционирования, принятие действенных мер, особенно достойных инициатив и действий, предпринимаемых во имя благополучия человечества, представляют Республику Таджикистан на мировой арене как миролюбивую страну. На современном этапе в мире Республика Таджикистан, благодаря созидательным шагам лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, стала признанной не только как инициативная страна в решении глобальных вопросов, но и как влиятельная в плане регулирования политических вопросов в регионе. Вот почему радостное событие, состоявшееся в Бишкеке в ходе государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и подписание нашими президентами договора о границах, безусловно, стало выдающимся не только в межгосударственном масштабе, но и в региональном и международном. Об этом историческом событии было сообщено во всех средствах массовой информации как о ярком примере добрососедства и доверительного партнерства. Таджикистан и Кыргызстан на основе общих целей и устойчивой позиции в решении региональных и международных вопросов под мудрым руководством лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, добивается значительных результатов, особенно в расширении дружественных отношений с соседними странами. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.